Фаридович, сегодня у нас торжественный день 30-летия рождения больницы скорой медицинской помощи. Очень торжественное мероприятие. Самое главное, что сегодня сотрудники получат из ваших рук государственные награды. Это самый великий момент, наверное, в жизни любого доктора и в жизни любого человека. Фактически 1/3 коллектива здесь, 1/3 на работе. Все ждут чуда, увидеть Ради Фаридовича. Спасибо вам огромное, да. Спасибо. Ради Фаридович, больница скорой медицинской помощи, вот Ирина Марсиловна сзади идут, министр наш здравоохранения Максим Васильевич. Такая уважаемая публика в зале собралась, и вот такое событие 30 лет. Вы ведь не на каждый юбилей приезжаете. Это действительно наша одна из крупных больниц. Это больница скорой помощи. Здесь стекаются практически вся боль, если можно так сказать, страдания и болезни огромного количества людей. Не только Уфы, нашей республики. Поэтому, просто, конечно, сегодня хочется прийти и просто сказать спасибо. Потому что они и работают как и больница скорой помощи. 66 тысяч таких серьезных операций. В свое время нам пришлось их и здесь инфекционный госпиталь на их базе разворачивать. И это тоже было. Поэтому они с нами все круги вот этих вот тяжелых событий вместе прошли. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте, вот эти фирменные аплодисменты, как мы их любим. Доброе утро. Сегодня у нас совершенно удивительный повод для встречи. Hayırlı gün, hürmetli dostlar, sizin baragızdalar. Üfü Qala'nın 22-ci davaxanasının 30 yıllık yubileyinde ixlas көңілден selamlayız. Итак, дорогие друзья, мы приглашаем на эту сцену главу Республики Башкортостан Ради Фаридовича Хабирова. Хайырлы күн, кадерлі достар. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня мы отмечаем действительно важную дату – 30-летие Уфимской больницы скорой медицинской помощи. Все эти годы ваш коллектив успешно решает задачу укрепления здоровья людей не только нашей миллионной столицы, но и в целом нашей республики. Сегодня 22-я больница – это действительно крупнейший в республике современный многопрофильный лечебно-диагностический комплекс. И большинство больных здесь получают экстренную помощь, когда для спасения дорога каждая минута. Только за сутки к вам привозят до 300 больных. Причем не только взрослых, но и малышей. Уважаемые друзья, проверенный временем опыт, многолетние наработки вашего коллектива сегодня успешно сочетаются с современными компетенциями, новейшими технологиями лечения и реабилитации. Я сердечно благодарю всех врачей, сотрудников за высокое мастерство, золотые руки, чуткие сердца, за ваш неоценимый вклад в спасение людей и сохранение их здоровья. И, конечно, особое спасибо уважаемым ветеранам больницы за самоотверженный труд в годы ее становления. Благополучия вам всем и активного долголетия. Позвольте перейти к вручению государственных наград. Звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан» присваивается Амирханову Сергею Альвировичу, врачу-анестезиологу, реаниматологу отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Самые теплые аплодисменты. Заслуженный врач Республики Башкортостан. Звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан» присваивается Габидулину Рустему Рязябовичу, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог, реаниматолог. Заслуженный врач Республики Башкортостан Зарипова Алсу Алмасовна, заведующий детским отоларингологическим отделением.
Звание присваивается Нафиковой Гузель Риятовне, врач, клинический фармаколог. Да пошли на мне, бабуль, с луной и звездами. Марго, если стихнет парусный удар веслами, что ж в конце концов путь от церквецов, вот что нам открыли зимы звездами. Эй, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, Группа «Премьер». Спасибо. Праздником. Звание присваивается Нефталиевой Ольге Максимовне, заведующей кардиологическим отделением, врачу-кардиологу. Звание «Заслуженный врач» присваивается Ринату Маратовичу Сахаудинову, заведующий отделением анестезиологии, реанимация номер 1, врач-анестезиолог, реаниматолог. Звание присваивается Сибаевой Марине Леонидовне, заведующей гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог. Звание «Заслуженный врач» Республики Башкортостан присваивается Якшугуловой Диляре Акьяровне, врач-кардиолог отделения медицинской реабилитации. Национальный коллектив «Аманат». Заслуженный работник здравоохранения Республики Башкортостан. Гайнанова Эльвира Аркадьевна, старшая медицинская сестра педиатрического отделения. Заслуженный работник здравоохранения Республики Ибатуллина Лариса Раилевна, старшая медицинская сестра хирургического отделения. Гольшарипова Юлия Разабовна, старшая медицинская сестра отделения медицинской реабилитации. Награждается Сухотина Марина Юрьевна, старшая медицинская сестра гинекологического отделения, заслуженный работник здравоохранения Башкортостана. Спасибо огромное, Ради Фаритович. Мы на самом деле, так получилось, в очень непростые с вами времена живем. Вот уже второй год
наши усилия, наши старания, наше здоровье мы кладем на борьбу с коронавирусной инфекцией. И, конечно, на переднем крае находитесь вы, уважаемые врачи. Поэтому, безусловно, сегодня главной целью, которую мы для себя ставили, я, Максим Васильевич и другие коллеги, которые пришли, просто сказать вам на самом деле огромное спасибо. Спасибо, что мы вместе проходим этот невероятно тяжелый путь. Спасибо, что вы проявляете стойкость, выдержку, самые лучшие человеческие качества и профессиональные качества. Спасибо за то, что мы абсолютно в вас уверены, и спасибо за то, что мы все эти невзгоды вместе преодолеем. Поэтому просьба одна только: берегите, пожалуйста, себя. Вы на переднем крае, будьте здоровы, не болейте, и мир вашим домам. Спасибо. Ради Фаритович изге тілектері көдесін. Большой видится на расстоянии. Статус наших юбиляров подтверждает и следующее поздравление от министра здравоохранения Российской Федерации, действительного государственного советника Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко. Я, с вашего позволения, уважаемые сотрудники больницы скорой медицинской помощи, зачитаю фрагмент этого письма. Ирина Марсиловна затем вас полностью с ним ознакомит. Итак, уважаемые коллеги и дорогие друзья, от имени Министерства здравоохранения Российской Федерации сердечно поздравляю весь коллектив больницы скорой медицинской помощи Уфы с юбилеем. Экстренный режим работы – особенность вашей больницы. Спасать жизни – это ваше призвание, ваш образ жизни. Результат напряженного круглосуточного труда в будни и праздники – сотни тысяч спасенных жизней. Коллеги, вам выпала непростая миссия – постоянно находиться в состоянии полной боевой готовности, чтобы прийти на помощь в самых неожиданных, порой экстремальных ситуациях, что требует от вас постоянного профессионального роста огромных сил и энергии. Уверен, что дальнейшая деятельность учреждения, объединившего специалистов высочайшего уровня, будет направлена на развитие и процветание российского здравоохранения и медицинской науки. Желаю коллективу больницы плодотворной работы, профессиональных успехов и крепкого здоровья. Министр Михаил Мурашко. Ради Фаритович, как вам мероприятие? Атмосфера чумовая, мне кажется. Самое же главное было людям спасибо сказать, врачам нашим спасибо сказать. Поэтому я не столько концерт пришел смотреть, а действительно поблагодарить людей, очень самоотверженно работающих. И это самое главное, что они еще очень высокие профессионалы, очень высокого качества. Потому что самые тяжелые случаи везут к ним и, собственно, спасают людей в очень сложных ситуациях. Поэтому огромное им спасибо. А еще какие красивые люди. В зале я смотрела, любовалась. Они все в халатах, когда мы же их не видим. Они для нас там врачи и все, определенной категории. А это же яркие личности. Да, я еще обратил внимание, что очень много молодых, что приятно. Молодые ребята, молодые девушки, они вроде молодые, но как Ирина Марсельевна говорит, они уже лет по 10 отработали и обладают определенным опытом. Ради Фаритович, мы сегодня выведем 10 человек, которые работают 30 лет. Да. И продолжают быть молодыми, и продолжают, и мы их наградим сегодня своими медалями. Низкий всем поклон. Да, спасибо. Спасибо, Ради Фаритович, вам низкий поклон. Спасибо огромное. До свидания. Ирина Марсиловна, мы проводили с вами Ради Фаритовича Хабирова, он уехал по другим делам. Вы возвращаетесь в зал. С какими мыслями? Вы знаете, с чувством огромной благодарности. Самое большое, что можно было мечтать, желать, чтобы Ради Фаритович пришел на наш скромный юбилей и искренне сказал людям: спасибо вам, берегите себя, здоровья вам, здоровья вашим семьям. Это такого дорогого стоит, вы знаете, наверное, до слез. Ну, а теперь вы возвращаетесь к вашим сотрудникам. Какие они? Сотрудники очень искренние, ранимые, профессиональные, но она такая цельная команда больницы скорой медицинской помощи. И я очень горжусь своими сотрудниками, очень берегу их, потому что они лучшие. У вас на базе больницы скорой медицинской помощи работает Республиканский сосудистый центр. Это уникальное направление, это последствия инсультов, инфарктов. Какова перспектива? Это региональный сосудистый центр, который был организован первый Ему 12 лет, да? Башкортостан среди первых в Российской Федерации. То есть это было то время, в 2009 году, когда четко была перепрофилирована маршрутизация больных с инфарктом. Идут в сосудистый центр, с инсультом идут в сосудистый, что позволило именно снизить и летальность, и смертность, и улучшить
качество оказания медицинской помощи этой категории больных. А как это работает? Вы знаете, это очень хорошо работает. Ну, вот как Есть вот больные, четкое- например, где-то есть в Каридельском каждый- районе. Каждый больной Республики Башкортостан расписан. Если у него вдруг будут признаки инфаркта или инсульта, скорая помощь знает, куда его доставлять. Именно для специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. А у нас есть возможность оказать такую высококвалифицированную, специализированную помощь Конечно. медицинскую? Техники хватает? В сосудистых отделениях, региональных сосудистых центрах за последние 2 года произошел бум. В частности, в больнице скорой медицинской помощи произошло полное переоснащение тяжелого оборудования. Вот за 10 лет мы получили новый 164-срезовый компьютерный томограф, 1,5-тесловый МРТ, получили новый ангиограф, уникальное оборудование для нейрохирургов. И такая же участь, она была у всех региональных сосудистых центров пере- и до оснащения, да. А людей хватает? Ну, безусловно, кадровые вопросы, они всегда остаются, но в любом случае наши сосудистые центры работают. У нас с этим все в порядке. Ну что ж, возвращаемся в зал. Там вас ждут. Вы сегодня самый главный здесь герой. Удачи вам, спасибо, с праздником. Спасибо.